Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях сегодняшнего дня. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. С 1 декабря повышена абонентская стоимость на услуги интернет-провайдеров. В Абхазии в самом разгаре массовый сбор цитрусовых. Об этом наш сегодняшний репортаж. Реконструкция виллы Алаизи близится к завершению. Также обсуждают возможное появление инвестора на восстановление санатория Смецкого. За 11 месяцев текущего года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4 миллиарда 737,9 миллиона рублей при плане в 3 миллиарда 796,7 миллионов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Выполнение составило 125%, что на 941,2 миллиона рублей больше прогнозных показателей. План перевыполнен по всем районам республики за исключением Ачимчирского. Наивысший показатель у Галского района – 155%. Объем начислений таможенных платежей за 11 месяцев составил 3 миллиарда 343 миллиона рублей, сообщает ГТК. Это на 742 миллиона рублей больше в сравнении с плановыми показателями. Контрольный показатель по плану за 11 месяцев текущего года выполнен на 129%. С 1 декабря в среднем на 300 рублей повышена абонентская стоимость на услуги интернет-провайдеров. Изменения касаются города Сухум, Сухумского, Гулрыбшского, Ачимчирского и Галского районов. С чем связано повышение тарифов и как на это смотрят жители столицы, узнавала Шазина Ханагуа. Современную жизнь сложно представить без интернета. Без него не обойтись не только в офисе, но и в домашних условиях. А ведь совсем недавно никто и не предполагал, что очень популярной станет такая услуга, как домашний интернет. Под этим термином предполагается подключение к сети квартиры или частного дома. И тогда в любое время можно выбирать нужную информацию, смотреть фильмы или слушать музыку. Это дает возможность общаться с друзьями в режиме реального времени. По-разному. Я не знаю, так точно не могу сказать. Смотря как у меня занятия, учеба и когда свободное время, если я нахожусь не в городе, не гуляю, тогда могу проводить время в телефоне. Вот как и у всех, у вас тоже, наверное, дома проведен интернет. Каким интернетом вы пользуетесь? Абаза-телеком? Абаза-телеком. Ага. Вот сколько вы кладете в месяц на счет? 1000 рублей вроде бы. Не повысился тариф? Даже не знаю, пока вроде бы нет. А скорость интернета и качество какое? Нормально, хватает. Интернет в Абхазии появился в 2001 году, и им пользуются не более 1/3 всего населения страны. Самые популярные в республике провайдеры беспроводного интернета – это Абаза-телеком, провайдер-система Ахом интернет. Безлимитный интернет на месяц стоит недешево, зато работает бесперебойно. Зона покрытия включает все крупные города и курорты, но в маленьких поселках могут возникнуть проблемы. Мы пользуемся системой. В целом я довольна этим провайдером. Мы не первый год уже им пользуемся, но, конечно, расстроены тем, что цены повышаются. Было бы лучше, бы, если они остались на прежнем уровне. Вот. Ну, как есть. Мы смиряемся с данной ситуацией. У меня дома очень плохо работает интернет, и вообще непонятно, с чем связано повышение цен. Хорошо, если бы интернет работал так же хорошо, как и их цена, но... На всех тарифах трафик на ресурсы локальной сети не тарифицируется, не ограничивается и предоставляется на скорости до 1000 мегабит в секунду. С 1 декабря тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ выросли на 30%. Однако повышение цен коснулось не всех районов Абхазии. Я с системой пользуюсь. Как давно? Ну, уже почти 3 года. Довольны ли вы? Да, я доволен, нормально. У нас нормально все работает, все хорошо. У нас цена тоже не подорожала, ничего, нормально. А сколько вы платите в месяц? У нас 1000 рублей в месяц идет. Да. А качество услуг? Нормально. И скорость тоже хорошая.
Для изучения ситуации мы обратились в столичный центральный офис интернет-провайдера «Система», где нам отказали прокомментировать сложившуюся ситуацию. На официальном сайте провайдера размещена информация для абонентов. В опубликованном оповещении отмечается, что стоимость абонентской платы компании «Система Провайдер» на тарифе «Домашний» 40 и «Домашний» 60 с 1 декабря вместо 900 и 1000 рублей составит 1300 рублей. На тарифе «Домашний» 20 вместо 750 рублей 1000 рублей. Изменения касаются города Сухум, Сухумского, Гулрыбшского, Ачемчирского и Галского районов. Также в комментарии нам отказали Абаза-Телеком и Ахом. Следует отметить, что на сайтах данных провайдеров беспроводного интернета также опубликована информация для пользователей. К примеру, на сайте Абаза-Телеком отмечается, что в связи с увеличением стоимости материалов и затрат на обслуживание оборудования с 1 декабря изменились условия на текущих тарифных планах Абаза-Телеком для частных и квартирных домов. Из-за увеличения стоимости материалов и затрат на обслуживание оборудования с 1 декабря изменились условия и на тарифных планах АХОМ для частных и секционных домов. Об этом говорится на сайте провайдера. Формула А100. Единый тариф для абонентов формулы А45 и формулы А100. Абонентская плата 1200 рублей в месяц. Скорость повысится до 100 мегабит в секунду. Количество ТВ-каналов 420. Тариф формула А25 ушел в архив. С 1 декабря абонентская плата на различных тарифах составит от 1000 до 2000 рублей. Для новых абонентов АХОМ с 1 ноября действует новая линейка тарифов. Шазина Ханагу, Адиса Сагари, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. С 11 по 18 декабря представительство Россотрудничества в Абхазии и Ассоциация волонтерских центров реализуют международный гуманитарный проект «Миссия Добро». В Абхазии проект будет проходить уже второй раз и охватит Сухум, Ачемчиру и Гудауту. В рамках миссии прибудут волонтеры, врачи, ортопеды, психологи и нейропсихологи. Они проведут осмотры детей, обучат врачей, ортопедов методам диагностики плоскостопия на современном оборудовании, проконсультируют родителей и младших школьников, а психолог проведет мастер-классы и круглые столы для школьных психологов. В Абхазии в самом разгаре массовый сбор цитрусовых. Урожай мандарин в этом году меньше, чем в прошлом. И по приблизительным прогнозам Минсельхоза ожидается порядка 30 тысяч тонн цитрусовых. Абхазские мандарины – это бренд, который хорошо знают и любят далеко за пределами республики. На плантации «София» в самом разгаре сбор урожая цитрусовых. Пожалуй, одним из главных сельскохозяйственных культур у нас в стране являются мандарины. Практически все собранные цитрусовые отправляются на экспорт в Россию. И уже совсем скоро эти сочные плоды станут вкусным украшением каждого новогоднего стола. Сельхозпредприятие «София» в Гулрыбском районе – один из самых больших мандариновых питомников в республике. С 8 утра до самого вечера здесь трудятся спорщики. За один ящик цитрусовых им выплачивают 100 рублей. Приехала из Челябинска за своей мечтой поучаствовать в сборе фруктов. Ну, для меня это не сложно, это не вызывает сложность, потому что для меня это игра, больше как приключение. Наверное, я с легкостью к этому отношусь. Сложности, конечно, существуют везде, есть и посложнее места, но в основном это легко доступные все-таки места. Сколько в день можете в ящиках? Так, ну я собираю 22-25. На сбор цитрусовых сюда часто приезжают работники из разных регионов России и ближнего зарубежья. Наталья Павлова из Луганска уже много лет занимается сбором абхазских мандаринов. Езжу сюда каждый год, уже с 16-го года, вот 8-й сезон. Я нигде не работаю, уже пенсионер, это просто как, я не скажу, что развлечение, но мне это нравится. Мандарин собирать тяжело, но интересно и вкусно. В Абхазии произрастают несколько сортов мандарин. Самые распространенные – это уншу и карликовые. На деревьях много плодов. Сборщики аккуратно срезают мандарины и сортируют по ящикам. Затем цитрусы отвозят на склад, где проходят сортировку. В этом году в Софии ожидают меньше урожая, чем в прошлом году. Тонн 120 уже собрали. Да. Ну, еще столько же, надеемся, что будет. Примерно, да, тонн 200-250. В этом году очень слабо. Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению. Могут обращаться. Сборщики нам нужны.
Хоть и урожай в этом году слабый, тем не менее мы хотим вовремя справиться, так как погодные условия тоже не позволяют. Таможенные правила для экспортеров цитрусовых остаются прежними. Чтобы вывести мандарины в Россию, необходимо иметь при себе особый пакет документов: таможенная декларация, карантинный сертификат, товарно-транспортные накладные. В настоящее время из Абхазии вывезено более 9 тысяч тонн цитрусовых. Мы получили данные, около 30 тысяч тонн будет собрано на территории Абхазии качественных мандарин. Это намного меньше, чем в прошлом году. Было и запланировано, и собрано, но качественно лучше. Наши таможенные службы, пограничники заранее, до начала сезона, встречались со своими коллегами за пределы нашей границы, с российской стороны, и они смогли организовать, определить отдельные дороги для проезда, отдельные пути. Пока заторов нет и не будет, потому как еще у нас есть участники внешнеэкономической деятельности, которые собирают партии этих больших грузных машин на территории, уже не непосредственно не на границе, а на территории, они организованно выезжают. Сегодня главная задача аграриев – успеть собрать и реализовать мандарины до января. Спрос на один из главных атрибутов новогоднего застолья в последние дни декабря традиционно увеличивается. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Реконструкция историко-культурного объекта виллы Алаизи близится к завершению. По предварительным расчетам, к концу 2024 года. Восстановительные работы финансирует инвестор. Вместе с тем в обществе активно обсуждают возможное появление инвестора и на восстановление санатория Смитского. Насколько правдивы эти слухи, выясняли наши корреспонденты. На холмах Гулрыбша раскинулся большой парк в 240 гектаров и объект, которому не меньше 100 лет. Четырехэтажное здание не имеет аналогов во всей Абхазии. Санаторий Смитского уникален в первую очередь своей архитектурой и площадью строения. Здесь 365 комнат, в которых когда-то проживали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Начальник госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия рассказывает, что Николаю Смитскому на постройку этого объекта понадобилось около 10 лет. А легенда о том, что строительство началось из-за болезни супруги, далека от действительности. Однако красивые легенды никто не отменял. Ими очаровываются туристы, которые преодолевают километры, чтобы окунуться в особую атмосферу и полюбоваться тем, что осталось от архитектурной жемчужины Абхазии. К большому сожалению, послевоенное время активно стали действовать разрушители разного уровня и так далее. Стали растаскивать. Тут и милиция, ответственные лица, но за всеми, всех вылавливать оказалось сложно. Моменты каких-то беспорядков в послевоенное время, так, к большому сожалению, случилось. Были разобраны, и черепица ушла, водосливы, водоотводы и другие элементы, вплоть до перевода. Вырезки вы можете увидеть тут. За всеми охотиться невозможно стало. Выходит, что объект, уцелевший во время Отечественной войны народа Абхазии, стал жертвой бесконтрольного варварства со стороны граждан, ищущих наживы. За эти 30 лет здание изрядно потрепало. Аккуратно вырезали все медные провода, срезали балки из ценных древесных пород, сняли алюминиевые водосточные трубы. А с приходом моды на красный кирпич желающих получить даром ценный стройматериал оказалось немало. Как только информация поступила, мы тут же появились, мы сообщили, естественно, прорыли ров, чтобы машина сюда не подходила, сделали шлагбаум. Но все бы ничего. Черепица, некогда привезенная из Италии, была безжалостно демонтирована и украдена. Так объект остался без самого главного – без кровли. Были попытки восстановительных работ, были обмерные работы, покрыть ее кровлей. Александр Золотицкий дал поручение тогда. Были промеры, техническое состояние обследованы. И в первую очередь в целях охраны спасательных работ первейших было решено накрыть ее крышей любыми путями. Некоторое время так это помогло бы. Но оно, к большому сожалению, из-за каких-то ситуаций в республике сделано не было, не получилось. Санаторий Смитского внесен в список историко-культурного наследия. И с недавних пор следить за этим объектом поручено администрации Гулрыбшского района.
Смотрят Госуправление историко-культурного наследия, районная администрация по подчинению одинаково. Вот после известных каких-то изменений в области охраны историко-культурного наследия, значит, большая функция была возложена на районную администрацию. Раньше тоже так же было. Мы знаем, что глава, значит, Гулербской администрации непосредственно следили. Ну и охрана памятников, естественно, в плане культурно-просветительском, в организационном, договорных отношениях, значит, законности и других правовых отношений. Видно невооруженным взглядом. Объект разрушается. После каждой зимы его состояние ухудшается в разы. Между тем в обществе активировались разговоры о потенциальном инвесторе, готовом вложиться в восстановление здания. В социальных сетях звучат мнения за и против. Однако, насколько оправданы эти слухи? Мы слышим вот какие-то разговоры, что появились какие-то заинтересованные лица. Так или не так, это у нас есть законодательство, как и в России, и в других странах, и у нас тоже есть допускаемые, значит, такие моменты, допускаемые мероприятия. Во всех отношениях, значит, разработать, значит, проект, как быть с ним. И я думаю, надо начать с изного, иначе вот долго оставлять этот объект невозможно. Вот мы можем сказать, что храмы несколько восстанавливаем. Вот Мокский храм Кровлю, Бедийский вот сейчас вот скоро как закончится, у нас проекты есть по этим, и будут делать. А на Копье восстанавливается, обратились за дворцом принца Альдербургского, мы туда ездили несколько раз. Проектные работы будут проводиться. Также, таким же образом, на очередь нужно ставить, значит, вот этот важный объект. Да. И, значит, по такой же схеме во всех отношениях нужно разработать и начать. Нужно быть осторожным, но ничего не делать нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Надо привлекать. Нужно быть посмелее, но смотреть на наши законы. Вместе с тем в Сухуми идут к финишу ремонтно-восстановительные работы виллы Алаизе. Своим возрастом она превосходит санаторий Смитского почти на 27 лет. Удивительная по своему архитектурному решению и смешанным стилям вилла 5 лет назад была в плачевном состоянии. Напоминанием об этом теперь служат фото. Благодаря инвестору объект получает вторую жизнь. Специалисты занимаются не просто стройкой, но и сложной реставрацией, воссоздавая утраченный облик объекта. Самое сложное всегда начинать. Да. Начать, посмотреть, определиться. Потому что состояние было плачевное, полуразрушенное здание. Многие конструкции были деревянные. Поэтому пришлось принимать решение, как восстанавливать, каким материалом. Но желание было всегда сохранить первоначальный облик, вид этого здания. Лепнина произведена из такой же, как оригинал. Мы снимали слепки, старые элементы, которые оставались, что не хватало, долепляли, доделывали и делали форму. После этого мы вновь отливали и восстанавливали лепнину. Да. Что вам осталось делать? Осталось очень большой объем внутренних работ. Внешне как бы все проясняется. Понятно, что вот сколько осталось чуть-чуть завершить. А внутренней работы еще много. Критическое состояние вот дома Алаизе, значит, пришлось армировать с двух сторон. Очень много сил было потрачено. Тогда одни были против вовсе, чтобы никто ничего не трогал и так далее, но объект разрушался. Проект мы обсуждали, подписывал я проект. И на период все время я посещал, все проверяли, подсказывали. Сами не обращались к нам, так, не так. Вот и все, вот я должен сказать, что благодаря этому сохранился. Примерно к концу следующего года вилла предстанет во всей своей красе. Под чутким контролем ответственных лиц инвестор свои обязательства выполняет и, очевидно, доведет до нужного результата. Каковы перспективы у санатория Смитского, пока сказать сложно. Как уточнил Гарик Сангулия, официальных разговоров об инвесторе пока не было. А для того, чтобы объект не разрушился, необходима кровля и постоянная охрана, считает историк. Понятно, что эти меры временные, призванные сохранить объект, подлежащим восстановлению. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. У жителей Ачимчирского района обнаружено и изъято незаконно хранимое оружие. Далее оперативная съемка МВД. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с 45 патронами к нему обнаружен и изъят сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции города Новый Афон Гудаутского РОВД у жителя села Тар-Абхазское Ачимчирского района Квицине Тимура Феликсовича, 1992 года рождения. Последний незаконно хранил огнестрельное оружие по месту своего временного проживания в комнате общежития Новоафонского монастыря. Согласно справке экспертов, автомат технически
технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. Органом предварительного расследования Гудаутского РОВД в отношении Тимура Квициня по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В четверг, 7 декабря, состоится заседание сессии парламента, в повестку дня которого включено 18 вопросов. Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты о республиканском бюджете на 2024 год, а также о бюджетах 6 фондов. Парламент планирует внести изменения в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, в Гражданский кодекс, а также в законы о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, о судебной власти, о регулировании оборота устройств для потребления никотин содержащей продукции, о государственной пошлине и об актах гражданского состояния. Изменения должны быть внесены и в некоторые законопроекты Абхазии в сфере борьбы с правонарушениями по добыче криптовалют. Сухумский водоканал сообщает, что 7 декабря с полуночи до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в новом районе на массиве Гумыста по улице Эшба, в Старом поселке, в районе вокзала, в центральной и нагорной частях города, в районах Виема, Рынка, Маяка. Отключение связано с ремонтными работами. И в завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 7 декабря, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 7-12, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшелшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.